Минздрав утвердил 4-й протокол лечения коронавируса, куда вошли рекомендации по лечению и реабилитации больных. Врачи всей республики уже начали работать по новому протоколу. Это хорошее руководство, основанное на лучшей практике, мировой практике, на лучшем опыте стран и на таких доказательных исследованиях. Уже начато обучение врачей по 4-й версии клинического руководства. Это руководство доступно, наши врачи пользуются, и все пациенты находятся сейчас под контролем и получают лечение в соответствии с 4-й версией клинического руководства. То есть клапан – это не фильтр. С начала пандемии в стране несколько тысяч медиков прошли специальные курсы, на которых обучались лечению коронавирусной инфекции. Обучено было 7290 специалистов первичной медико-санитарной помощи, это по всем городам и областям. Кроме того, на обучение привлекались и специалисты стационарных служб, вторичный, третичный уровень. Обучено 4148 специалистов по всем районам и областям. За сутки от коронавируса и внебольничной пневмонии у нас в стране выздоровели 134 человека, заболели 55. Одной из проблем, которая встает на пути медиков в спасении пациентов, является самолечение, после которого в больницу попадают пациенты уже в тяжелейшем состоянии. И многие лекарства, в том числе антибиотики, должны приниматься строго по показаниям. Антибиотики, во-первых, не являются противовирусными препаратами, поэтому антибиотики не являются основными лекарствами. И мы должны резко уменьшить количество назначений антибиотиков, потому что они показаны только в отдельных случаях. Что касается гормональных препаратов, их тоже нельзя назначать всем пациентам. Есть строгие показания, и назначения, которые должны делать только врачи. Соблюдение санитарных норм – половина успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией, говорят эпидемиологи. По их словам, мытье рук, ношение масок и дистанцирование помогают не только уберечь от коварного ковида, но и от множества других инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем или через грязные руки. Во время коронавируса единственный – это соблюдение дистанционного режима. То есть люди должны немножко меньше контактироваться вдруг. Даже не только с больными людьми, но и здоровыми людьми. Мы-то не знаем, у кого что требуется, что обрабатывать руки, требуется часто мыть. Соблюдение санитарно-гигиенических требований – одно из главных правил в борьбе с коронавирусом. Но, как мы видим, далеко не все носят маски и соблюдают социальную дистанцию. А между тем, игнорирование санитарно-гигиенических требований может привести к очередной вспышке коронавирусной инфекции. Елена Ткаченко, Нуркамиль Асанов, Алато 24.